Не умел ходить назад фигурами, да. Вторая получилась, что каждым ходом атаковал. Советский гроссмейстер Магарам Магомедов учит воспитанников лицея школы «Олимп» сицилианской защите. Лектор разбирает игры мировых звезд по шахматам. На этот раз он показывает детям противостояние 12 и 10 чемпионов мира по шахматам Анатолия Карпова и Бориса Спасского. Юные шахматисты узнают, как играли великие советские асы. Черные пошли c5. То есть основная идея мы уже говорили, да, то есть что центральная пешка всегда ценится выше, чем фланговые, чем тем более крайние, да. И когда черные пошли c5, то есть не дать белым захватить центр d4, белые, соответственно, вот играют c3, то есть вот хотят провести d4, все-таки хотят провести d4, захватить центр. Ну и дальше уже начинать разворачивать свои фигуры. Вчера у нас начались тренировки, мы разбирали сицилианскую защиту. Я узнал много новых вариантов, как нужно правильно играть. Какие примеры ты можешь привести из этой игры? Черные, они создают закрытую позицию и начинают развивать свои фигуры. Тебе чем интересна сессия, Амин, расскажи. Вот именно вот сицилианку раньше играл, знал, был с ним знаком или нет? Вот раньше не был, но у меня есть брат Эмин Алша, вот он меня начал учить, много вариантов показал, у меня они на компьютере сохранились, я их изучаю до сих пор, повторяю. И эта сессия интересна тем, что новые варианты узнал, понял, увидел, как играют разные чемпионы мира, какие дебюты они играли. Это занятие – часть гроссмейстерской сессии, которая проходит на базе Центра одаренных детей «Олимп». Всего для детей проведут 10 таких уроков. На каждом из них юные шахматисты разбирают игры асов этого вида спорта. Они делают себе заметки, учат новые тактики. Мы эти ходы запоминаем и можем делать, и так бывает интересно следить, как другой игрок играет, как выигрывает, кто проигрывает. Интересно бывает это смотреть. Смотрим их партии, объясняют вам понятно. И, например, против сицилианки нам показали, как играть, как играл Борис Спасский. Нам, когда мы ходили на тренировки, нам раньше объясняли тренера, как играть против этого дебюта, а сейчас показали еще лучше, как играть. Всего гроссмейстерская сессия продлится 10 дней. Каждый день проводят по 2 двухчасовых занятия. За 40 часов они должны улучшить свои знания в шахматах. Сегодня мы как раз показываем, что да, вот есть шахматы, есть определенные стратегические законы и есть возможности, то есть, скажем, все законы, они одинаковые для всех. Другое дело, что каждый вот чемпион мира находит что-то свое и вносит как раз вот в шахматы. А дети как раз должны все-таки взять лучшее вот с того, что мы когда показываем вот это творчество. Они могут выбрать то, что им по душе. Моя задача состоит в том, чтобы показать им вот всю, возможно, многогранность вот этой шахматной игры, основные стратегические моменты. Дети уже этот момент улавливают, усваивают и начинают уже сами находить ходы, начинают тоже понимать, зачем или тот иной маневр, тот или иной ход сделал чемпион мира. Ну и, соответственно, это, конечно, уже помогает им в дальнейшем, потому что там, скажем, при подготовке партии, при участии, скажем, в турнирах, во время того, когда они будут играть в турнирах, это, конечно, очень сильно помогает. В Центре одаренных детей в одну смену, а она длится 3 недели, играть в шахматы учатся 30 человек. Для этого на 3-м этаже для них отвели отдельную зону. Большой холл с историей развития шахмат и 2 кабинета дают юным игрокам освоить все азы этого сложного вида спорта. Дети прекрасны. Дети прекрасны, и я говорю, что я очень доволен тем, что все-таки вот в Ингушетии вот так развиваются шахматы. И, конечно, я впечатлен этим, что тут вот такой шахматный этаж уже работает. И вот то, что мы сейчас вот здесь проводим гроссмейстерскую сессию, конечно, это большая заслуга. По завершении урока дети закрепляют полученные знания на практике. Учащиеся провели между собой небольшой турнир, а гроссмейстер Магомедов сыграл в большие шахматы с одним из лучших учеников. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Магаз 24.